Дорога у нас пробита. Сегодня небольшая температура. Сегодня погода мягкая, -3. Приступаем к проверке приманок. Сегодня проверяем самую супер приманку. Рекламу там делал явно рыбак. Если кратко пересказать, там через неделю они еще с лунок будут выпрыгивать и кричать: сволочь, ты где пропадал, давай еще хотим. Осталось проверить. Сегодня северный ветер. Вчера 24 было, сегодня -3. То есть перепады давления, будь здоров. И погоды. 15 марта. Снегопад. Есть немножко. То сильнее, то слабее. Погода вроде мягкая. Но зимой на мотособаках лучше ездить застегнутым. Дольше проживешь. Ну хотя бы так. Народ напугал меня рассказами, что сейчас наледь местами на реке по колено. Поэтому обул сапоги Тигар. Они более плотные, более теплые. Надеюсь, спокойно по реке пойду. Пускай наледь, пускай большая даже будет. Ладно, все, готовы, едем. Когда снег идет, хреново на мотособаке ехать в открытую. Снег глаза бьет и режет. Ощущение, как будто глаза обжигает. Ну что, запрыгиваем в лес! Под пологом леса снежок слабенький, поэтому глаза не режет. Уже замечательно можно ехать. Решил посмотреть. 3 дня назад у нас -29 стукало. Как дорога у меня замерзла. Ух ты, ни хрена себе. Человека держит. Не просто человека, а с этой зимней одеждой у меня 120 кг. Ну, сначала вверх, конечно. Так, ну что, снегопад мелкий-мелкий остался. Проверим, как выглядит в начале марта наш зимний лес. Мы находимся в тайге на грани северной подзоны и средней подзоны. Мы ездили вот по этому лесу. Ну, полетели, посмотрим. Ага. Вот по этой дороге я ехал. Это старая сеновозная дорога. Так, болото мы мимо проезжали. Лес, болото. Озера там мелькают. Лес, болото. В общем, тайга, кругом тайга. Ну ладно. И там вдалеке где-то река. Мы до нее добирались. Ну что, поехали обратно. Прямо на меня садится. Вот рядится. По пробитому снегу нормально ехать. Никаких проблем. Лыжнюк нормально едет. Ай, кусты, блин. Без всякой задней мысли остановился, думаю, на лугу. Оглянусь, посмотрю. И мама мия, провалился, мать моя, 76 сантиметров. Нормально. Ура, до реки доехал. Ну, доехал специально поближе к реке, чтобы не таскать добро далеко. Какой же снег? Где я там слезал, блин, и провалился чуть не по пояс, реально. Это у меня ноги еще до земли не дошли. Ух ты! Продувать будет, мать моя. Я бы сказал, в такую погоду рыбачить. Да. И снег-то не слабый. Так, ну что, тратить приманку, раз доехал. Ну, раз доехал, попробуем, чё ж. Попытка не пытка. Так, лыжи пока вряд ли пригодятся. Но поближе вдруг. Так, лопату возьмем. Копье проверять. Край опасен или не опасен. Берем. Берем. Ну и все, много вредно. О, удочки, мать моя, какие годы. А я рюкзак с собой возьму. Такой ветер и снегопад. Вряд ли по-хорошему что-то сиденье забыл. Вот здесь бека. Ладно, постоим. Куда деваться. Так, самое главное у нас не спуститься. А, здесь край.
а подняться. Поэтому это место надо подготовить. Подъем. Реально снег в этом году охеренный. Ну все, надеюсь, залезу. Ух ты, а погода как меняется, мать моя. С утра стояла низкая пасмурная погода. Тучи практически до земли, снег валил первый сорт. А тут тучи стали разбегаться и заметно похолодало. А я прогноз посмотрел. Там разные сайты, конечно, по-разному. От минус 18 к вечеру до минус 24. А я в сапогах. Ну, сапоги это я наледь побоялся. Если наледи нету, больше сапоги, конечно, не одену. Резиновые. Так, ну что, вниз? Мамма мия, поехали. Ни хрена себе. Ух ты! А тут что за перепад? Река, что ли? Осенью перед ледоставом долго дожди шли. Река почти 2 метра подымалась, ну 1,5 точно. То есть лед стал по высокой воде. И сейчас прогнулся. А тут на берегу лед остался. Ой! Не понял. Куда-то под лед копье воткнулось. Вот страсти мордаши, блин, до реки не дойдешь. Ой, нифига. О, мягко. Она там ничего не замерзла. Вот лед. Явно он вот так под большим углом. Ну, такие места выдра любит. Когда такие карманы образуются, там и воздух, и все остается. Она там нырять, и рыбу ловить первый сорт может. Ни хрена себе, какой уклон. Крутой. Замерзла льда. Ну, какой крутой склон. Льда образовался. Ой. Где наледь по колено. Нафиг я брод не брал. Зря покритиковал. Тут воды. Так, ладно. Берег. Вот здесь где-то коряги. На 13 марта. Ага. Воды в реке сверху под снегом наледь, считай. 10 сантиметров. На лыжи не взял. Копье, лопата. Вместо сидения у нас будут. Ой, под водой лед прогибается тонкий. Ну, давай. Ох, в самом конце. Какой же лед в этом году? Так, где-то 80 сантиметров. Начнем процесс. Побуравили, пошумели. Сейчас тихоря посмотрим. Супер приманку. Пластилин. Супер клев, полностью готов к применению. Ну-ну, новый продукт. В инструкции сказано, кусок кидаешь на дно, толпа собирается всех видов. Чуть ли не акулы приплывают с океана. И потом не расходятся. Неделю можно приходить сюда ловить. Самые классные рассказчики рыбаки. А я, прочитав рекламу на эту поклевку, понял, что рекламщики похлеще рыбаков. Хотя, серьезно, это осталось проверить. Ну что? Там написано, что тебя куском кидать. Поверил. Ну что? За родину. Давай проверять. Так, глубина 1,5 метра. Когда ноги в воде быстро замерзают, эти ноги. Поэтому понаблюдаем с сухого места. Но первые 15 минут никто не шевелится. Ждем дальше. Пожалуй, самая моя большая ошибка — не халявный выбор погоды. Погода так себе. А вот, что в сапогах, блин,
по такой воде. Это круто. Это я долго не выдержу. За полчаса сидения, блин, подмерзли мои ноги. Ну, буду знать на следующий раз, что теплые короткие сапоги мои пойдут, первый сорт. Ох, холодно. Не, ноги замерзли. Большого мороза нету, но легкие есть. Вон леска во льду. Не, здоровье тут потеряешь с такой рыбалки, нафиг. Каждый персонально полетит. Ну ты долетишь? Долетит. Хотя идти по старым следам считается максимально безопасно, но копьем лучше проверяем дорогу. Нырнешь, замучаешься вылазить из-под льда. Во, дыренция. Ух, как мне тут зацепиться-то? Хоп! Так. А, еще сапог снег зашел. Первая попытка. Ну, нифига какой снег плотный. Фу. Ой, по-моему, последний выступ. Однако, черт меня дернул сюда пойти. Тут на этой яме рыба на зиму собирается. Думал, на склоне половлю. А может, на отмели край скоса? В следующий раз половить лучше. Март все-таки. Рыба, в принципе, начать гулять пора. Ну, я, с другой стороны, долго не ловил. Что там полчаса? Ноги замерзли. Явно к морозу к вечеру идет. Синева в небесах и даже типа солнца стало выглядывать. Ну, будем считать, поразвлекался. Ну и немножко ноги поморозил в этой воде. Ну, речка, пока не прощаюсь надолго. Так, ну что делать? В принципе, рыбалка особо не задалась, так что тогда? Попробовать пробить новое место? Встает вопрос. Я товарищ тяжелый, в зимней одежде 120 килограмм, мерял. Снегоход мой тонуть не будет? Вопрос интересный. Или на лыжах с бацать сходить? Но так как я ленивый товарищ, сначала попробую снегоходом сгонять. Ну, Господи, благослови! Куда я заехал, блин? По-моему, я дорогу потерял. Ты какие-то проехал. По-моему, меня на снегоходе первый сорт держал. Нормально. А где обратно ехать? Опять сквозь кусты продираться? Вот блин. Не было печали, теперь накачали. Кругом лес. А где же дорога? Вернулся к своим саням по старой дороге, которую я пробил. Прямо по кустам, по елкам. Блин. Проверять дорогу больше не рискую по одной простой причине. Бензин может быть не хватить, потому что я достаточно далеко от дома. Еду домой. Но ноги согрелись. Это не сидеть в воде, двигаться. Но ясно только одно. Верхний снег так уплотнился, что отлично держит. По крайней мере, мотособака он с лыжным модулем. Так, вот лыжа у меня тонула 5 сантиметров. Плюс там снегоход относительно лыжи еще 5 сантиметров. По сути дела, снегоход на глубине 10 сантиметров. Отлично. Без всяких усилий. У меня там много лошадиных сил нету и нормально тянет. Но в моих расчетах чистая невезуха. Сунулся рыбачить, когда погоды в принципе не было. А сейчас установилась тихая, спокойная, практически солнечная погода. Вот сейчас надо рыбачить. Но я уже заморозил ноги, и мне 9 километров возвращаться до дому, а световой день еще 3 часа.
Рис, конечно, благородное дело, но не для пенсионера. Просто здоровья может не хватить. Поэтому едем домой. Ну что, эту горку подымешь или нет? Давай, разгон! Вытянул! Подведем итоги. В принципе, с погодой не особо повезло. Плюс замерз. То бишь полчаса зимняя рыбалка, это что, рыбалка что ли? Так, одно развлечение. С другой стороны, в рекламе было сказано, это супер приманка. Супер приманка, я понимаю, что не успел кинуть, там 10 миллионов штук, это самое, в округе километров все кинулись бы. Тем более такие кадры показали, как они кидаются и прямо гложут эту приманку. Тут ничего такого не случилось. А у меня даже поклевки не было. То бишь это не супер. Осталось проверить две приманки. Проверяем, супер они или не супер. А просто приманка, она что ж, это кусок хлеба кинул, та же приманка. И не надо будет покупать, деньги тратить. Ну, с приездом в родные пенаты. Где рыба-то? Ты чё? Рыбу много вредно кушать, это самое, талия пропадает. Как я буду гордиться твоей сильной талией? Сережа, от рыбы талия точно не пропадает. И вообще, я думаю, что суп харчо вкуснее, чем простая уха какая-то. Просто уха и уха. Да ты чё?